Добрый день, наши дорогие родители, дети. Начну свое выступление с того, что вчера был Всемирный день защиты детей, который празднуется во всех странах. Официально празднуется с 1 июня 50-го года. Поздравляю всех наших детей, маленьких и подростков с этим замечательным праздником и желаю действительно здоровья вам, огромного здоровья, всех земных благ и, естественно, счастливого, беззаботного детства. И всего самого хорошего, что можно пожелать детям. Тема нашего разговора состоит в том, что уже начались летние каникулы, и, естественно, наших детей, многих детей, которые мы в течение года не смогли обследовать по тем или иным причинам, были занятия или какие-то еще причины, мы хотим в этот летний период сейчас обследовать. Во-первых, у нас сейчас массовое пойдет обследование, предварительные осмотры, так называемые. Что это означает? Это значит детей садиковского возраста, это значит с 2 до 6 лет, и подростков, которые будут поступать, которые в высшее учебное заведение собираются поступать. Мы хотим вот этот летний период охватить их тоже. Это возраста, конечно, 15, 16, 17 лет, чуть ли не до 18 лет. Мы хотим углубленные такие осмотры провести, чтобы в дальнейшем у них не было никаких проблем с медицинской документацией. Во-первых, вовремя обследованные дети, пока они поедут куда-то в высшее учебное заведение или в другие места учебы, они будут как-то, если какая-то патология выявлена, они будут уже оздоровлены. И более-менее здоровые они будут находиться по месту своей учебы. Каких же специалистов надо пройти нашим подросткам? Начну с подростков. Это обязательно, в первую очередь, пройти врача-хирурга, ортопеда, врача-невролога, врача-окулиста. Для девочек обязательно ювенилолог. Подростков наших должны в основном в первую очередь смотреть врач-хирург, врач-ювенилолог. Значит, хирург девочек и мальчиков, а ювенилолог должна смотреть девочек, потому что очень много у нас у девочек патологии. Поэтому, пожалуйста, с 10 лет даже начиная, наши девочки должны быть осмотрены врачом-ювенилологом. Вроде бы типа собеседования. Дальше обязательно врач-окулист должна осмотреть, проверить зрение. Это необходимое, как и в садиковском возрасте, так и у всех несовершеннолетних детей, и в первую очередь у подростков. Есть такие дети, которые уже и 15, и 16 лет исполнились. Они вообще ни разу не приходили на обследование в нашу поликлинику. Сейчас у меня большая просьба, у кого из детей есть свободное время от школы, не учатся, и не сдают на данный период времени, если экзамены, приходите, пожалуйста, обследуйте своих детей. Если какая-то патология есть, выявим вовремя и начнем оздоровление. Для этого у нас вроде бы в поликлинике все есть. УЗИ внутренних органов, это печени, селезенки, почек. В нашей поликлинике делается это обследование. Потом электрокардиограмма делается. Потом флюорография в подростковом возрасте, это обязательно, 15, 16, 17, 18 лет, флюорографию
1 раз в год мы обязательно подросткам делаем флюорографию. Поэтому моя просьба такая, прийти вовремя, обследовать своих детей. Если выявлена патология, мы ее оздоровим. Не тяните это самое. Потом уже к концу лета вы многие выезжать будете за пределы района. Здесь будет суматоха. Поэтому уже начиная вот этих с первых дней, по своему времени определитесь и обследуйтесь. Но я хотела бы, конечно, пожелать, чтобы выявленной патологии было меньше, чтобы все были здоровые. Но тем не менее, как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому добро пожаловать в нашу поликлинику. Осмотры будут на уровне. Если что-то у нас, какой-то аппаратуры не будет, чего-то хватать не будет, мы, конечно, дадим направление за пределы района в диагностические центры или где они есть, аппаратура. Направления будут даны, что именно нам нужно, какую патологию выявить. Это все мы с вами обговорим, этот вопрос. Я думаю, все будет на уровне, как и положено. Вам здоровья, всех-всех земных благ. Спасибо. Thank you.